Добрый вечер. Уважаемый Мавлид Шарипович, я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы и находитесь в России и в качестве президента Таджикистана, и в качестве главы ОДКБ, потому что в этом году Таджикистан возглавляет нашу совместную организацию. Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и поехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли. Очень много и героев Советского Союза из Таджикистана, полных кавалеров орденов славы. И знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане об этом всегда люди помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник. Конечно, в ходе визита будет возможность поговорить и о двусторонних отношениях. Мне очень приятно отметить, что Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Правда, товарооборот немножко упал в связи с пандемией, но уверен, есть все основания полагать, что он будет восстановлен и будет развиваться. У нас хорошие проекты, безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс. Что касается региональных вопросов, то Таджикистан в этом году еще и проводит саммит Шанхайской организации сотрудничества, возглавляет эту организацию в течение года. Все, что зависит от нас, от России, мы будем делать для того, чтобы поддержать вас в этой работе. Ну и, наконец, конечно, очень важным являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Я знаю, что вас эта ситуация очень волнует. Само собой разумеется, это обоснованная озабоченность. Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас в Таджикистане функционирование 201-й базы российских вооруженных сил. Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению. Программа целая рассчитана на несколько лет. И мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась. Я очень рад вас видеть. Большое спасибо, уважаемый Владимир. Во-первых, еще раз большое спасибо за приглашение. Прежде всего хотел бы поздравить вас и весь русский народ России с великой победой. День Победы – это светлый праздник наших народов. Таджикско-российские отношения сегодня динамично развивается во всех сферах сотрудничества. Россия – наш главный торговый экономический партнер. Укрепляются связи в культурно-гуманитарной области. Особо хотел бы отметить наши тесные взаимодействия в сфере безопасности. Наши отношения развиваются в рамках СНД, ШОС и ОДКБ. Сегодня, уважаемый Владимир Владимирович, готов обсудить с вами
наши сегодняшние и общем будущих наших двусторонних отношениях, а также международные и региональные вопросы, которые что затронули. Прежде всего, вопрос безопасности сейчас региональный вопрос номер один. С учетом заявления США о выводе ВОЗ, практически они уже больше половины вывели. И сразу после объявления обстановка внутри Афганистана резко обострилась. Мы имеем самую протяженность границы с Афганистаном, это почти 60% от общей границы бывшего Советского Союза защитной доли Таджикистана. Вы знаете, что с очень сложным горным рельефом. Большое спасибо, я знаю, что и за приглашение участвовать как председатель ОДКБ, участвовать завтра в параде. Также хотел бы проинформироваться, как председательствующий юбилей саммит ЧОС. Подготовка идет полным ходом. Мы с вами еще хотели некоторые детали обсудить. Ну и также готовимся к проведению саммита ОДКБ в Душанбе. Большое спасибо.